А в Ухте и вовсе тройной праздник. Здесь отмечают не только столетие Коми, День государственного флага, но и День города. Подарками для ухтинцев стали новые культурные объекты, работы на которых успели завершить как раз к значимой дате. Двери для горожан распахнули долгожданный выставочный зал художников и обновленный центр творчества имени Корчевского. Виктория Науменко передает из «Жемчужины Севера». Накануне юбилея республики Ухта отметила 92-й день рождения. Именно в этот день, в далеком 1929 году, в устье реки Чебью высадилась экспедиция УГПУ, которая и положила начало строительству поселка, ставшего впоследствии городом Ухта. Возложение цветов к памятнику на месте высадки – ежегодная традиция. В день рождения города к монументу возлагают цветы представители администрации, градообразующих предприятий и почетные гости Ухты. Навсегда встал этот город над быстрой и светлой рекой Ухтой. Сразу после – в выставочный зал ухтинских художников. Горожане ждали его открытия не один десяток лет. В прошлом году городские власти и музейные объединения Ухты наконец подобрали подходящее помещение. А ко дню рождения города и юбилею республики здесь завершили все необходимые работы. На торжественной церемонии живая музыка, угощение для гостей, горожане в восторге. Все очень красиво, очень потрясающий выставочный зал открылся. Под приятным мне впечатлением, мне даже слов. Будем смотреть разные выставки. Я думаю, что в ближайшем будущем будет что-то еще. Не хватало такого помещения как раз для музея. Это, по-моему, самое оно. На столетие республики тем более. Выставочный зал разместился в историческом здании Ухты в помещении с богатой творческой историей, бывшем фотоателье, которое позже занимали различные организации. Теперь оно вновь служит на благо искусства. В день торжественного открытия в зале представили работы ухтинского художника Анатолия Бухарова. В музейных фондах более 1000 картин, и каждый месяц в этих стенах будут выставлять что-то новое. Оформление помещения как раз способствует этой динамике. Выставочный зал – это настоящее пространство-трансформер, рассказывают музейщики. Многие из элементов оборудования, как видите, вот эти перегородки, на самом деле это окна. Это эти 6 окон фотографий, которые мы демонтировали внутренне в идеальном состоянии, мы перерабатываем. Это такой сейчас архитектурный секонд-хенд, немножко еще вот говорят, направление достаточно новое, но мы его используем. Это пространство можно менять. Вторым долгожданным подарком для города стало завершение масштабной реконструкции Центра творчества имени Корчевского. Работы вели почти 2 года при поддержке градообразующего предприятия. За это время здание изменилось до неузнаваемости. Преображение оценили все, в том числе почетный гость церемонии, экс-министр культуры республики Сергей Емельянов. Уроженец Ухты и частый посетитель Дома пионеров, он помнит эти интерьеры совсем другими. Особенно оценил он усовершенствованную в рамках федерального проекта теперь уже модельную библиотеку центра. То, что было в моем детстве, конечно, это не то, что мы видим сейчас далеко. Это совершенно иные впечатления и совершенно иное качество, поэтому сейчас у детей Ухты есть совершенно иные возможности. Мы в свое время выделяли деньги на эту библиотеку, в которой мы сейчас находимся, и мне, как председателю Совета по культуре Северо-Запада, приятно до сих пор осознавать, что Республика Коми продолжает быть лидером библиотечных изменений в стране. Впечатляет все. Яркие светлые помещения кружков и секций, просторный коворкинг, почти полностью остекленный спортзал. Все это отметили и гости города, и градоначальник. Он лично инспектировал ход работ почти ежедневно. Получается все, то, что мы вместе задумываем, все это получается. Вот это основное. Если мы говорим о Корчевского, то зал этот вообще шикарный зал он получился. Такого у нас в городе нет. Каждое помещение ярко, красочно, оно отличается друг от друга. Там все сделано настолько для детей светло, уютно, комфортно, безопасно. И даже для инвалидов построили новый лифт, чтобы могли мобильные люди. Пока обновленный Центр творчества показали только почетным гостям и журналистам. Официальная церемония открытия состоится 5 сентября. Но и на этом подарки для ухтинцев к юбилею республики и дню рождения города не закончатся. На очереди завершение реконструкции еще одной важной части детского парка – мини-зооуголка, которую также планируют завершить в этом году. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.